Уважаемый Сооронбай Шарипович, дорогие друзья, дамы и господа. Поздравляю всех вас с открытием Года России в Киргизии и Года Киргизии в России. Это действительно большое, знаменательное событие для наших стран и народов. Российскую Федерацию и Киргизскую Республику связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, которые поступательно развиваются по самым разным направлениям. Между нашими государствами поддерживаются интенсивные политические связи, интенсивный политический диалог. Мы регулярно встречаемся с президентом Жээнбековым, и сегодняшние наши переговоры прошли в традиционно деловом и конструктивном ключе. Отмечу, что Россия и Киргизия сообща работают над обеспечением региональной стабильности, сотрудничают по военной линии, как на двусторонней основе, так и в рамках организации договора о коллективной безопасности. Выступают согласованных позиций в международных организациях. Налажено тесное взаимодействие на интеграционном треке в Евразийском экономическом союзе. Осуществляются крупные совместные проекты в горнодобывающей отрасли, в сфере транспорта и высоких технологий. Россия является основным поставщиком энергоресурсов в Киргизии. В наших учебных заведениях продолжается подготовка квалифицированных кадров для киргизской экономики. Подчеркну, Россия нацелена на дальнейшее всемирное укрепление разноплановых связей с Киргизией. И мы рассчитываем, что этому во многом будет способствовать успешное проведение российско-киргизского перекрестного года. Наши страны впервые реализуют столь масштабный проект. Напомню, что решение об организации Года России в Киргизии и Года Киргизии в России мы с господином Жээнбековым приняли в ходе государственного визита в Киргизскую республику в марте 2019 года. В соответствии с поручениями глав государств, министерствами и ведомствами двух стран при участии деловых, общественных кругов, молодежи проделана большая подготовительная работа. Программа года включает более 200 мероприятий, которые пройдут в России и Киргизии и будут нацелены на активизацию двухстороннего взаимодействия, на развитие прямых дружеских контактов граждан наших стран. В частности, запланированы конференции предпринимателей и бизнес-миссий, в ходе которых имеется в виду обсудить вопросы расширения взаимной торговли и инвестиций. Владимир Владимирович, уважаемые россияне, дорогие кыргызстанцы, дамы и господа, поздравляю всех вас с открытием перекрестного года Кыргызстана и России. Сегодняшнее событие является выражением общих устремлений наших народов быть еще ближе. Кыргызстан с уважением относится к общей совместной России, с Россией истории. Кыргызский народ еще 1,5 века назад из всех возможных вариантов развития выбрал судьбу быть вместе с народом России. Как показала история, это было верным шагом. Мы сегодня отдаем дань уважения, мудрости и дальновидности наших предков, принявших это решение. Неоспорим тот факт, что за 7 десятилетий нахождения Кыргызстана в составе единого советского государства у нас произошло бурное развитие образования, науки, культуры и промышленности. Прошло почти 30 лет, как Кыргызская республика стала независимым государством. Но культурные, духовные, братские отношения наших народов остались неразрывными. Несмотря на все перипетии постсоветской истории, мы остались близкой, братской, дружественной страной с Россией. Тесные связи двух стран имеют место не только по линии межгосударственных отношений. Радует, что близкие, дружеские и братские отношения укрепляются также между народами наших стран. Мы совместно смогли сохранить наработанные веками общекультурно-духовные ценности. В Кыргызстане русский язык является не только официальным, но и языком межнационального общения. И это еще больше сближает наши народы. Уважаемые друзья, в этом году мы отмечаем славную страницу нашей общей истории 75-летие победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.
Наша святая обязанность бережно сохранить и передать потомкам правду о самой страшной войне в истории человечества. Мы не забудем мужество и стойкость наших отцов и дедов. Великий подвиг советского солдата никогда не будет предан забвению. Великая роль России в отстаивании правды о войне. Мы полностью поддерживаем усилия Владимира Владимировича, направленные на недопущение искажений истории Второй мировой войны. Уважаемые друзья, Кыргызская республика сегодня суверенное государство, самостоятельный субъект международных отношений. Российская Федерация сегодня мировая держава, имеет внушительный вес на международной арене. Россия – наш близкий, надежный союзник и долгосрочный стратегический партнер. Выражая волю наших народов, мы выступаем в единой позиции в составе интеграционных и военно-политических объединений. Это прежде всего СНГ, Евразес, ОДКБ, ШОС. Важнейшим приоритетом для Кыргызстана является наращивание сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Отмечу огромную роль Российской Федерации в процессе вступления и адаптации Кыргызской Республики к условиям Евразес. Мы будем далее укреплять дружбу наших народов, развивать долгосрочные союзские отношения. Народ Кыргызстана высоко ценит и всегда помнит весомую поддержку России и ее лидера Владимира Владимировича Путина. Урматтуу мекендештерим, Кыргызстанда алыста жүрсөңөр да ар бириңер ар дайым биздин оюбузда турасыңар. Россиянын жана Евразес мамлекеттеринин жетекчилиги менен бирге сиздердин жашоо, окуу жана иштөө шарттарды жакшыртышыбызды мындан ары да уланта беребиз. Россиянын жалпы элинин жана жетекчилигинин кыргызстандыга болгон жылуу мамилесин баса белгилейм. Буну биз абдан жогору баалайбыз. Сиздер, урматтуу мекендештерим, биздин өлкөбүздүн өктүрүүгө чоң салым кошуп жатасыздар. Биз чет өлкөлөрдөгү мекендештерибиз менен байланышты бекемдөөнү артыкчылыктуу багат катары кармайбыз. Ар бириңерге бекем ден соолук, бакыты каалай, ишиңиздердеги албан ийгиликтерди каалайм. Уважаемые дамы и господа, от имени народа Кыргызской Республики выражаю глубокое уважение и признательность всему народу Российской Федерации. Благодарю Владимира Владимировича за теплый прием и гостеприимство. Желаю нашим странам мира, процветания и благополучия. Благодарю за внимание.